Когда долгожданный снежок окутал белой пеленой таежные просторы, столичные эвенки собрались на своем любимом месте на свой зимний праздник Синилген, который был посвящен 70-летнему юбилею одного из основателей Ассоциации эвенков Якутии Борису Ануфриевичу Николаеву. На первом съезде эвенков Якутии он был избран президентом ассоциации и являлся юбогином на протяжении 30 лет. Под его руководством за эти годы сделано немало для эвенков, и яркое тому подтверждение под проведение праздника первого снега Синилген, который стал традиционным и любимым праздником для всех эвенков республики. Да и как его можно не любить? Ведь именно с него начинается время большой охоты, основного занятия эвенков. Как и всегда, Синилген начался с проведения всех обязательных праздничных обрядов. Кстати сказать, для их возрождения Борис Ануфриевич приложил немало усилий, и все собравшиеся на праздник принимают активное участие в этих древних обрядах. После обрядовых действий наступает самый торжественный момент праздника – поднятие эвенкийского флага. Вот сюда. Следующий человек поднимает. В том, что он теперь гордо реет над тайгой, что он поднимает дух эвенкийского народа, есть большой вклад экс-богини ассоциации. Под этим флагом и состоялось чествование юбиляра. Борис Ануфриевич для меня, он старший брат, родня. Для всех земляков оленевских он глава района, он лидер, он глава родов всех оленевских. Не зря его избрали бегином, первым бегином. Более 30 лет он вел ассоциацию коренных народов эвенкийского народа республики. Он для нас является образцом, и он и охотник, и заботливый отец, и дальновидный лидер, который в 90-е самые сложные принял. Такие законы приняли в нашей республике, которые потом стали федеральными. Это закон о кочевой и родовой общине, о гарантиях прав коренных малочисленных народов. Это о территориях традиционного предопользования, то, что сегодня очень актуально. Синилген, как праздник охотников, никогда не обходится без угощения охотничьими трофеями. Сам виновник торжества, отличный охотник и знаток эвенкийской национальной кухни, прямо под открытым небом готовит главное и любимое блюдо эвенков. Обычно потроха считается деликатесным блюдом у якутов, у эвенков, наверное, практически у всех народов, которые занимаются животноводством, оленеводством. Потроха вот очень ценится. Это праздничное блюдо как бы. Но в отличие от потрохов, скажем, крупнорогатого скота, у нас потроха вот это у нас оленя. Мы практически это потроха не моем. Почему? Потому что все самые ферменты, самые вкусовые эти никогда не вымываем. Стараемся не вымывать, поэтому чисто символически. Чисто символически вот так прополаскиваем и в воду. Потом, как закипит, сварится, селей сделаем, как обычно. Тут ничего такого сложного такого нету. И, для хозяев совет, да, если, допустим, вы потроха вот помыли туда-сюда, да, и когда бросаете воду, стараться надо, чтобы там воздуха не было. А если воздухом, он будет все время выплывать и мешаться. Поэтому надо выдавливать воздух. Вот такая маленькая хитрость. Ага. Вот это все. Немножко прополоскали. И
Тогда, а если сильно мыть, то уже невкусно будет. Это. И теперь следующее, вот костный мозг, как брать, да, вот в данном случае этот костный мозг передней ноги, поэтому мы обычно его делаем вот таким образом. Прилаживаешь спокойно и раз, вот таким макаром. Потом вытаскиваем костный мозг, это тоже считается деликатес. Вот так. Соленья – великое множество блюд. Это мясные блюда, вообще тут без конца можно рассказывать, да? Ну, из потрохов, там, субпродукта первой категории, там, язык, печень, там, сердце и тому подобное, там вообще множество. Там можно на пару, на воде, на масле, там все разное. Можно готовить на костре или там около плитки, газовой плитки, так где угодно. Можно в духовке, там всякое разное можно. Мое любимое блюдо та, которая хорошо приготовлена. Все, что готовить с оленины, я все люблю. Любой тунгус любит сам себе готовить, да, потому что в тайгу не всегда свою супругу возьмешь, а там все самому надо и за своей одеждой следить, кушать хорошо, вкусно надо готовить, чтобы силы были всегда. Охота, оленеводство, это все очень большой труд. Там много энергии надо. Конечно, кому, как не ему, представителю известных эвенкийских родов Ботулу и Чагду, родившемуся в экстремальных условиях, не знать всех тонкостей и кухни, и традиционного уклада их жизни. Мои родители ехали со стороны Красноярского края в сторону Оленька и не успели, и я по дороге родился. Ну, неправильно посчитали, рассчитали, и по дороге я родился в палатке. Отец оленеводом работал, а мама поваром работала в детском саду. Парсковья Романовна. А отца звали Ануфрий Константинович. Я в первый класс поступил в Кирбяйской начальной школе. Да, там школа была четырехклассная, 4 класса. И в нашем классе было 4 учеников. Нас 4 было в первом классе. И наша первая учительница Федорова Тамара Ивановна учился в 3 школах. Первая школа – это начальная школа Кирбяи. Первый, второй класс. Первый класс там закончил. А потом 2, 3, 4 класс закончил в Харьялахе. Харьялах – это уже около Оленька. Харьялахский, тогда 8-летняя школа была. Когда 8 класс закончил, начал учиться в 9-10 классе. Ой, даже с 5 класса я начал учиться в Оленевской средней школе. И закончил Оленевскую среднюю школу в 1969 году. Трудности большие были с русским языком. Примерно до 7 класса, если новый фильм перевозили в Оленев, тогда на север возили каждым рейсовым самолетом вот такие железные банки были, фильмы. Да? И вот это привозили, и мы этот фильм смотрели до следующего рейса, когда другой перевез. А бывало так, что месяцами самолет не летал. Там тогда другие самолеты летали. Чуть что, для них уже летной погоды нет. И вот мы месяцами один и тот же фильм по несколько раз смотрели. И вот благодаря этому обстоятельству я начал понимать русский язык. Почему? Потому что первый раз я смотрел фильмы как картинки, а второй раз смотришь, уже знаешь содержание этого фильма, что будет, и улавливаешь там, допустим, слова, целые предложения, там, допустим, да. От 3-4 раза уже практически уже, ну, говорить, конечно, не научился так нормально, да, а так понимать уже с 7 класса вот из-за фильмов научился. Эвенкийские мальчишки рано приобщаются к главному занятию эвенков – охоте, и хорошо помнят свою первую добычу. Добычи-то у меня разные были, да. Допустим,
Когда мы были маленькие, это на снегирей петли ставили, там на крупа, так, это тоже добыча считается, да? Там, ну, у нас зайцев не так много. А потом начали, там, допустим, я с 5 лет начал стрелять мелкашкой, там куропаток набил, конечно, много, там всего чего. Ага. А вот серьезная охота первый, да, вот из пушного зверя, соболя я добыл. Ну, при помощи собаки. У меня собака была хорошая. И собака загнала эту вот соболя на дерево. Ага, а деревья у нас не такие высокие, как здесь, да, скажем. Но все равно там надо забираться. Ага. И вот ружья нет, собака загнала, что-то, я полез туда, к этому соболю, да. А соболь выше, на самой верхушке поднялся, и вот я его дерево, когда иду качать, смотрю, он вот так болтается. Я начал трясти, он упал, и собака меня поймала. Я сам, конечно, разделывать не умел, отец там все сделал, как надо. Пошли в совхоз, сдали, там, не знаю, что-то, какие-то деньги дали за это, и на эти деньги мне, по-моему, там купили там, типа костюма. Детство Бориса Ануфриевича было далеко не безоблачным. Когда я еще учился в 7 классе, у меня мама умерла. После этого, когда я 10 класс закончил, в это время отец умер. Да? Как раз я вот закончил школу, тогда вот тогдашние там мальчики или хотели быть космонавтами, на худой конец летчиками, да, или военными. Я вот на военное училище поступать поехал, только приехал в Благовещенск, да, а мне там телеграмма ждет, что отец умер, а пришлось обратно ехать. Вот из-за этого я вот первый год не поступил, и меня, кстати говоря, в армии не брали. Из-за того, что я самый старший в семье, после меня 6 братьев-сестер, и меня в армию не брали. А для парня того времени это была страшная катастрофа. Если ты в армии не служил, это вообще не человек. И вот потом моя тетя отправила меня учиться в Ленинград, и меня с Ленинграда призвали в армию. Учебное подразделение закончил под Москвой, около города Звенигорода. Учебка была 6 месяцев. И 1,5 года служил в Краснознаменном Одесском военном округе. Практически уже туда попал как солдат, уже по самостоятельный солдат. Портянки наматывать, там все бегать, там все трудности переносить. Это же для меня обычное дело было. А со мной служили в основном... Я вот 2 года служил, да, не было ни одного азиата. И в учебке не было, и в Одессе тоже не было. Единственный азиат был, да. И для меня армейская служба вообще как само собой разумеется. Даже сержанты, вот, когда учебку учился, говорят: Николай, ты еще 2-й раз, что ли, в армию попал? Вот так было. Я в армию попал боксером 1-го разряда, поэтому за себя, как говорится, всегда мог постоять. Во 2-м году службы я задумал, да, поступить, учиться. И там справочник поступающих выпускали раньше. Читаю, оказывается, есть профессия охотовед. Да. Ну, я сам по рождению оленевод, охотник. Мой отец охотник, оленевод был. И я то же самое. Вот, меня отец воспитывал на... Ну, это система воспитания такой у нас, да. Ребенка с малых лет приучает там таким навыкам, да. И целенаправленно подготовился и поступил после армии сразу. Иркутский сельхозинститут, факультет охотоведения. В комсоргом курсы избрали. И в связи с этим я даже вот в 4-м курсе поехал по обмену студентами в Варшавскую сельхозакадемию. Они 10 человек к нам отправили, и наших советских студентов к ним в Варшаву поехали. И вот, поскольку я был комсорг, меня вот как старшей группы назначили. И 20 дней проходили практику по дендрологии, это наука о лесе. Студент, да, я большой разницы между советским студентом и польским особо не увидел, да.
Тем более там польские студенты тогда практически все говорили, худо-бедно на русском говорили. И меня вот удивило вот такой факт. Да, вот мы жили в общежитии, а там был такой открытый бассейн был. Но он без воды был. Мы спрашиваем, почему воды нету. Это надо чистить. Это бассейн, да, в прошлом году там вода была, слили на зиму, и сейчас нету воды. Я говорю, а почему не чистим-то? А тут должны рабочие прийти почистить. Что тут маленькое, там, по-моему, метров 20 в длину, вот, 25, что ли, вот такой бассейн был. А мы, нас 10 человек, ничего, перешли сами, раз там все почистили, все. А польские студенты стоят, смотрят, зачем вы это делаете? А мы хотим купаться. Придут же рабочие, там почистят. Но когда они придут, не придут, а мы сейчас хотим. Ага, все почистили, потом позвали там врач, или там, ну, короче, санитарный этот надзор, который ведет. Ну, посмотрели, там все нормально, все. И запустили воду. А потом мы купаемся, а поляки стоят, не купаются. А я говорю, чего не купаетесь-то? Так нам неудобно, вы это сделали, а мы это вам не помогали. В то время было распределение, обязательное распределение. Вот по окончании института, кто хорошо учился, первым заходил на распределение. Там было вплоть до директора этого госпромхоза, должности вот такие были. Пожалуйста, Кировской области. Ага. А мы-то, якутяне, всегда стремились домой. Вот хоть там директором, как там будешь работать, там все, домой хочется, да, все время. И домой приехал. Оленек приехал, совхоз Лилевский. Мне назначили старшим охотоведом. У меня в подчинении было 120 кадровых охотников. Это профессионалы высокого класса. Это все академики в своем деле, да? 120 охотников у меня было. Ну, для примера, да, вот у нас, вот, как сейчас помню, у нас кого-то была вылова соболя 3500 соболей. Один совхоз. Порядка, мы каждый год постоянно сдавали около 2-1500, ну, год на год не сходится, белого песца шкуры сдавали. Там горностая где-то около, там, по-моему, 3000 шкурок. Белки там тоже много, сейчас я не помню. Ага. И у нас своя звероферма была в совхозе. 240 голов основного стада, это где-то 700-600 шкурок сервисты, черные лисицы сдавали. Потом еще дикого оленя там добывали. Там, объем очень большой был. И зверя много было, и охотники были настоящие профессионалы. Тогда кадровый охотник это кто был, да? Вот он в сезон охоты занимался охотой, а в другое время, да, вот, ну, положенный там отпуск ему давали, положенное время он там, допустим, работал оленеводом, мог летом идти работать, допустим, да, особенно напряженное время, рыбаком, там, строителем, там все. Круглый год этот человек имел работу постоянную, да, постоянную. Но основная работа была это пушнина. Кадровый охотник назывался. И вот, например, вот для примера, да, я директор совхоза где-то получал на руки 700 рублей, когда директором совхоза работал. А передовой охотник 3,5-4 тысячи на руки получал. Совхоз Оленевский был один из самых крупнейших совхозов республики по оленеводству. Совхоз назывался Оленя-зверопромысловый совхоз. 17 тысяч январского поголовья оленей было. Это порядка 12-13 бригад полностью, полноукомплектованных бригад работало постоянно. Ага. И в то время где-то, еще до этого, да, допустим, численность поголовья оленей достигала 42 тысяч. 42 тысячи в Оленьке. Ну, а потом ситуация сложилась таким образом, что дикий олень начал заходить. Да, вот с одной стороны, с Красноярска таймырская популяция заходила, а с другой стороны, оленевская популяция заходила. Вот эти
оленей начали угонять домашних оленей. Вместе с этими оленями волки начали заходить массово. И в результате, конечно, очень большой ущерб получился район. А потом постепенно, вот сейчас почему это оленеводство упадки? Потому что настоящих оленеводов не стало, которые вместе с оленем выросли, они знают поведение оленя, знают территорию свою хорошо, саму технологию очень владеет отлично, да? Таких людей сейчас нету, поэтому это технология 17-18 века, это кочевое оленеводство. Это совершенно другая технология. А сегодня же мы не можем молодежь 17 век погнать. В советское время о национальной принадлежности многие эвенки, да и не только они, и не знали, и не думали об этом. Эвенк я вообще-то узнал только, когда учился в институте. В Иркутске я учился, в Иркутском сельхозинституте. И там, когда я учился, порядка 400 ребят с Якутии учились. И там я только понял, что, оказывается, я не якут. Принято он с какого района, допустим, да, вот тогда вот такое было. И вот оказалось, что я не Чурапчи, не, допустим, не Мегинский, да, допустим, да, не Вилюйский, а Северного района. Ты Северного района? Так ты не якут, ага. Ты тунгус, да, говорит. Я сначала особо-то... А потом понял, оказывается, да, это советское время было, там кто какой национальности, по-моему, особо-то это. Я даже не понимал сильно большой разницы между русским и нерусским. Все были одинаковые советские люди, поэтому вот для меня открытие было. Когда я работал вот здесь на республиканском уровне, уже увидел, что, оказывается, эвенки-то не только Валенки, а еще и южные эвенки есть, Лёкминский район, там, допустим, Алданские, потом, оказывается, очень много эвенков живут в Люйской группе, ну, вот таким образом, да. Усмаи, там, допустим, много. Кстати говоря, усмайские эвенки тогда мало кто считал себя эвенками. Это они думали, что они якуты, потом поняли, что, оказывается, это не так. И вот я тогда вот понял, что, оказывается, это, чтобы сохранить народ, надо сохранять традиционные отрасли Севера. Почувствовал ответственность в этом вопросе и стал больше интересоваться, заниматься этим вопросом. У меня тогда и возможности были соответствующие, да, и вот поэтому постепенно втянулся, ну, сначала подошел к этому вопросу, а потом это было время, когда в республике у нас начали создавать там ассоциации. Ассоциация эвенков, эвенов, югавиров, там, долганы, вот так дальше пошло. И вот получилось так, что вот первым тогда президент называли, первым президентом ассоциации вот меня избрали. Дело там было вот в чем. Надо было найти что-то такое, да, чтобы привлекать своих сородичей нашей организации, да. И вот мы самый такой простой мы это начали в городе Якутске. Самое простое это дело, вот если бы, допустим, мы поняли, ну, подумали и поняли, что надо вот именно вот это создать. Вот это такое мероприятие. Первое время мы проводили только для себя, для членов ассоциации. Допустим, там собираемся, там, ну, 100 человек, там, 200 человек собираемся, там пара мешков рыбы, и между собой соревнуемся, вот это строганию. И все, что настрогали, мы сами друг себя угощали. Вот почему вот первое время, вот когда начали выходить на простор всего города, да, вот 50 лет Победы, вот таких комплексов начали проводить при большом стечении зрителей, да. Первую строганину мы провели в 1999 году.
Вот, считайте, вот 20 с лишним лет мы проводим вот это мероприятие, и вот это наша задумка превратилась в такой республиканский бренд. Сейчас просто фестиваль «Строянина», по-моему, вся Россия знает. Я являюсь президентом Ассоциации эвенков республики, даже не знал, но, по крайней мере, не встречался с таким явлением, что, оказывается, наши сородичи живут и здравствуют в Китайской Народной Республике. И вот, помню, они сами первые приехали к нам. В Якутию приехали, мы с большим удивлением встретили. Ну, первое впечатление было, что-то, кажется, монголы, что ли, заблудились к нам, пришли. Одежда у них, национальная одежда была похожа на монгольскую, потому что они рядом с Монголией живут, внутренней Монголии, Китая. И вот это влияние большого народа тоже они ощутили, да, на себя. Но зато вот эти китайские наши сородичи, когда приехали к нам, начали с нами общаться, гостить, мы то к ним ездили, они к нам переезжали очень много раз, да? И они очень быстро переняли, восстановили то, что утратили. И они сейчас шьют национальную эвенкийскую одежду лучше, чем мы даже. Это нас очень сильно радует. Они лучше, чем даже мы, танцуют наши танцы. Да? Вот Галина Степановна Каригаева ездила, когда была в Кулунгуире, да, вот, в внутренней Монголии. И там с утра до вечера хороводные танцы танцевали. Бабушки такие старенькие, да, прямо не могли вот эти вот Галина Степановна, она без устали там показывала там. У нас же в эвенкийском народе почти около 20 хороводных танцев разного назначения, там, тематики, там все. И вот она все это показывала, они в восторге были, ходили там, снимали там все, фотографировали там все. И потом, сейчас я смотрю, вообще молодежь, эвенкийская молодежь Китая, такие танцы там наворачивают, наши песни поют лучше, чем мы даже, по-моему. Очень быстро восстановили то, что утратили. Благодаря нам. Мне удалось как-то вот сколотить такую команду хорошую, да, и ну, создать такую обстановку, что люди захотели быть в нашей ассоциации, участвовать в работе. Вот думаю, что из-за этого наша ассоциация вот до сих пор является одним из самых таких авторитетных общественных организаций коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На прошлом съезде эвенков нашей республики я попросил, чтобы за место меня избрали более другого человека, да, допустим, молодого, энергичного, лучшего, чем я, человека избрали. Ага. И вот сейчас вот как бы почетный бегин, да, вот этой организации, но все равно не ухожу, я в контакте, там все вот, работаем. И там вот на этом съезде мы обсуждали вопрос, да, вот что мы должны делать, эвенки, да, чтобы дольше сохранить свой народ. Вернуться в оленеводство традиционной отрасли Севера, да, или что-то делать, да. И вот мы там сказали, мы такой лозунг, давайте вернемся обратно в палатки, юрты, такого количества бросать не будем. Кто хочет заниматься, допустим, традиционными отраслями Севера, ради Бога, но при этом, если мы хотим сохранить такой уклад жизни народа, в таком натуральном виде, да, в этом виде в вопросе должно участвовать государство. А если мы хотим не отставать от других народов, да, мы впереди всей планеты должны в области современных технологий быть программистами, айтишниками, там все вот такими делами. И
мы вот заход на север крупных промышленных корпораций мы не остановим. Если вы управляете этим, мы остановить не можем, хотя бы там руководить над этим процессом, чтобы эти явления, это государственные корпорации работали правильно. Чтобы молодежь эвенкийская была в авангарде развития человечества. Чтобы так и получилось, Борис Ануфриевич Николаев и сейчас не жалеет ни сил, ни времени. По-прежнему в строю, и мы пожелаем, чтобы так продолжалось еще долгое время.